У них была всего одна ядерная боеголовка. Испанец Жерар Рауль пишет книгу о Карибском кризисе. Эту поездку он планировал несколько лет. Хотел лично поблагодарить за жизнь свою и своих близких, вдову подводника Василия Архипова, человека 50 лет назад спасшего мир от ядерной войны. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Архипова до сих пор хорошо помнит бессонные ночи у палаты мужа, облученного радиацией после аварии при испытаниях первой атомной субмарины К-19. Американцы даже кино об этом сняли, но в жизни все было гораздо прозаичнее. Глаза заплыли, губы такие вывороченные стали. Они фактически уже даже лишились дара речи, не могли говорить, только так мычали. Из-под волос сукровица так потекла. Все симптомы, да, и кости ломало, и рвота, и все. Вот. То есть он сам прочувствовал это, к чему это может привести человечество. Через год Архипов, едва поправив здоровье, начальником штаба бригады подводных лодок отправился в самый главный свой поход. Самолеты Соединенных Штатов совершают облеты иностранных судов в море. Американские подводные лодки патрулируют у берегов Кубы. В самый разгар Карибского кризиса бригада из 4 дизельных лодок, на каждой по одной ядерной торпеде на случай нападения вышли из Кольского залива. Цель – скрыто прорываться к Кубе. Температура в отсеках доходила до 67 градусов. Плюс к этому недостаток кислорода. Но подниматься из глубины для зарядки батарей подводники старались как можно реже. А на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН этот простецкого вида мужичонка кричал: «Мы вас закопаем!». В это время, несмотря на все усилия наших подводников, американцы все же обнаружили субмарины и, понуждая к всплытию, забросали сигнальной взрывчаткой. Приняв ее за глубинные бомбы, командир лодки Б-59 Савицкий решил атаковать противника ядерной торпедой. Но начальник штаба бригады Василий Архипов, который был там же на лодке, запретил это делать и приказал всплывать на поверхность, прямо в кольцо вражеского флота. От пота, от жары у них отпечатки на теле. Вот. И вот она говорит, мы вылезли как черти. Матрос объявил, Василий говорит, скажи, прекратите провокацию. Они все, говорит, чистенькие, все пьют кока-колу, оркестр играет вовсю. Американцы даже и не знали, что еще несколько минут назад вместо их тел в воздухе могли бы быть лишь ничем не связанные молекулы, а мир в привычном понимании перестал бы существовать. Карибский кризис — это великая метафора, потому что здесь показано, что вот он пик, вот он предел, за которым полное уничтожение, так сказать, возможное человечества. В СССР, вероятно, просто не знали, что делать с выжившими подводниками. На разборе полетов в Кремле их ругали за то, что всплывали, а первый замминистра обороны Гречко во всеуслышание сказал, уж лучше бы они утонули. Может быть, поэтому нет ни улиц, ни площадей, названных именем Василия Архипова, а точную дату смерти испанец Жерар, перерывший колоссальное количество источников, смог узнать, только приехав на могилу подводника. Александр Самохвалов, Антон Мещеряков, РЕН-ТВ.